Салам алейкум, хурметли милләттәшләр, һәммәгә дуслар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня мы с вами поговорим в очередной раз об одной и той же теме, которая беспокоит как меня, так и многих жителей России. В первую очередь, конечно же, я говорю о жителях Республики Башкортостан. Идут разговоры о том, что уже скоро, после выборов в Госдуму, будет очередная мобилизация. Сегодня об этом поговорим. Но прежде чем я продолжу, я прошу вас подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал, поставить лайки, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Помогите с распространением данного видео. Итак, у нас уже была мобилизация в сентябре 2022 года. Что стало с теми мобилизованными, которых тогда забрали сотни, 300 тысяч тогда с лишним забрали. Из Республики Башкортостан что-то около 30 минимум тысяч было забрано. Что с ними стало? Все мы знаем, что никого из них не отпустили обратно. Ну, не демобилизовали, имеется в виду. Все они как с того времени служили, так и служат до сих пор. Периодически приезжают в отпуск и обратно уезжают на войну. То есть у семей забрали мужчин, у матерей забрали сыновей, у жен забрали мужей, у детей забрали отцов, у сестер забрали братьев и просто отправили воевать, оторвали от работы, оторвали от хозяйства, оторвали от семьи, отправили воевать. Никто из них не демобилизовался до сих пор. Приказ не выходит. И сколько было вопросов задано и Путину, и высшему командованию, ответ один. Будут воевать. Возвращается либо груз 200, то есть погибшие, либо очень серьезно тяжело раненые, которые не могут дальше продолжать военную службу. И счет таким пришел за тысячи человек. Вот просто жил человек, жил мужчина вполне нормально, своей семьей занимался, работой занимался. И вот его государство забрало и отправило куда-то там за тысячи километров воевать на никому не нужной войне. Нужна ли была эта война башкирам? Ну, конечно же, нет, абсолютно. Где там, что там, какая-то Украина, что там с ней? Зачем это нам надо было, вообще непонятно. И вот уже идет 5-й год эта война. Никаких результатов нету. Никаких продвижений у российской армии нету. Она как топталась на одних и тех же границах, так и топчется до сих пор. Ну, периодически там захватывает одно село в неделю. И все. Зато количество погибших растет с геометрической прогрессией. Мы знаем, что общее число потерь, безвозвратных потерь, то есть это и погибшие, и искалеченные, которые уже не могут воевать, перевалило за 1 миллион. И Башкортостан здесь среди погибших занимает первое место по всей России уже несколько лет подряд. По последним данным, число погибших перевалило за 10 тысяч человек, официально признанных. Неофициально, то есть те, которые пропали без вести, еще больше, это 100%. То есть Башкортостан несет огромные потери. Вслед за ним на втором месте идет Татарстан. Вроде бы тоже, вот где логика, да? Некоторые говорят, что вот с самых депрессивных регионов, самых бедных регионов едут воевать. Но посмотрите на Татарстан. Татарстан один из самых богатейших регионов, одна из самых богатейших национальных республик в Российской Федерации. Однако число погибших там огромное количество, перевалило за 9 тысяч. На втором месте стабильно она идет. Поэтому никакой логики здесь нету в том, что богатый или бедный. Просто откуда забирают, это из национальных республик. Больше всего берут оттуда. Потому что тем самым власть сразу же убивает двух зайцев. Первое, то, что она отправляет на войну пушечное мясо. Второе, то, что она лишает мужчин, национальной республики лишает мужчин из коренного народа. Все. Потом будет легче ассимилировать. Женщины же остаются. Им нужны будут мужчины, им нужно будет создавать семьи. Когда не будет мужчин из своего народа, будут брать из других народов. Так будет решаться вопрос ассимиляции
наших народов. Война идет уже 5-й год. Уже она перегнала советско-германскую войну 1941-1945 года. И, как я сказал, конца края нету. Пока никто не говорит о каком-то перемирии, не садятся за стол переговоров. Абсолютно ноль. Вроде бы Украина и Зеленский говорит, что мы готовы. В принципе, давайте остановим. Вот буквально недавно еще письмо было, открытое письмо Зеленского Путину. Но, как мы видим по риторике самого Путина, по его заявлениям, по заявлениям других высших чиновников Российской Федерации, война не собирается останавливаться. Они не хотят ее останавливать. Они говорят, что все цели будут выполнены, что... А какие цели? Давайте проговорим про цели этой войны. В самом начале, когда начиналась вот эта так называемая специальная военная операция, на самом деле обычная война, обычная агрессия со стороны Путина, были названы несколько причин. Первое, то, что Россия хочет вступить в НАТО. Второе, то, что была названа причина, то есть не причина, а цель — демилитаризация, то есть разоружение Украины и денацификация. Что в итоге произошло за 4 с лишним года? В НАТО, ну, естественно, пока Украина не вступила, но все НАТО ей помогает. Все НАТО ей помогает. Мало того, за это время вступили еще 2 страны в НАТО, которые не собирались раньше туда вступать. Но только из-за того, что Россия напала на Украину, вступила Швеция, вступила Финляндия. Если Швеция не граничит особо с Россией, то у Финляндии большая территория граница с Россией. И вот теперь она вступила в НАТО. То есть, чего добивалась Россия? Чтобы Украина не была в НАТО, а теперь она получила еще 2 государства, соседей, которые теперь вот в этом альянсе. Теперь по демилитаризации, то есть по разоружению Украины. Если на начало войны украинская армия была, достаточно слабо вооруженная, слабо мотивированная, то сегодня это одна из самых боеспособнейших, одна из сильнейших армий мира, у которой огромное количество оружия. НАТО и вообще весь Запад обеспечил ее оружием, новейшие технологии, разного вида ракеты, танки, самолеты. Мало того, они начали свое еще оружие теперь производить. На первое место вышли по беспилотникам. Целые беспилотные войска теперь, где у них асы просто есть. Теперь они еще начали делать и ракеты. Ракеты, дальнобойные ракеты, баллистические, которые будут летать по всей практически территории России и поражать цели. Это разве называется демилитаризация? Как говорил покойный Пригожин, мы офигеть как милитаризировали Украину. То есть цель не достигнута. И что касается денацификации. Достигнута ли эта цель? Не знаю, нет. Пока нет. Мало того, наоборот, мы видим, что в составе российских войск воюют открыто, не прячась, самые настоящие нацисты. Это и вооруженное формирование Испаньола. Правда, сейчас ее вроде бы как расформировали. Но таких военных формирований много еще там. Плюс самый известный ДШГ Русич, где открыто воюют нацисты. И Мельчаков, лидер этого Русича, сам говорил: я нацист. И у него и нацистские здесь наколки и так далее. Вагнер взять. Один из лидеров, один был Пригожин, а второй был Уткин, лидер Вагнера. То же самое с нацистскими наколками ходил. Но как можно воевать против нацизма, проводить денацификацию, когда в твоих войсках воюют самые настоящие нацисты? Это в самих войсках. А плюс еще что теперь творится в самой России. За эти годы, за годы ведения войны появилось огромное количество неонацистских русских организаций, таких как Русская община, Северный человек, Двуглавый орел и так далее, которые тоже не скрывают своих нацистских взглядов, которые открыто борются против мусульман, против нерусских, и не только приезжих, но и против коренных народов Российской Федерации. Так какая денацификация? Мы каждый день слышим из интернета, как то бурятку оскорбили, то якута избили,
то еще дагестанца какого-нибудь. Так куда страна катится-то? Наоборот, к нацизму еще больше. Русское величие только и слышим про русских, я русский, русское величие, вы все русские, не просто башкиры, а вы русские башкиры, вы русские татары, вы русские чеченцы и так далее. Поэтому война зашла, как я сказал, в тупик, как на поле боя, так и по своей идеологии. Она просто зашла в тупик. Все, что изначально говорилось, какие цели ставились, ничего не достигнуто. Но, как я сказал, Путин не собирается останавливаться, он хочет продолжать войну. Почему? Потому что война — это вот то, за счет чего он держится у власти. Как только война прекратится по тем или иным причинам, его снесут свой близкий круг, приближенные, олигархи и так далее, которые потеряли огромное количество вообще денег и вольностей. Да, много из них стали миллиардерами, больше как бы денег теперь у них появилось за счет отобранных предприятий других, но за счет государственных вливаний там, в их компании, которые производят оружие и так далее. На это много поднялось людей на данный момент. Но на сегодняшний момент они все терпят убытки. То есть какие-то прибыли они имели только первые годы войны. Сейчас все они теряют убытки. Российская экономика, которая в начале, на которой были наложены огромные санкции, самые большие санкции в мире, многие в начале войны говорили, наша экономика справится, она теперь усиленно растет. Росла она за счет вот оборонзаказа. Теперь и это не дает роста. Экономика рушится на глазах, и об этом признают все. Сам Путин об этом говорит. Правда, он списывает там на погодные условия, еще на какие-то праздничные дни. Ну, бред очередной. На последнем питерском экономическом форуме открыто все признали, что катастрофа. Хотя Путин, в своих заявлениях говорит, что мы там все равно впереди планеты всей, у нас там все хорошо, зарплаты больше, чем в Европе и так далее. Но человек явно неадекватный. Вот Путин, он явно неадекватный, и это все признают. Все признают, в том числе и российские различные эксперты. Просто боятся ему перечить. Но в анонимных телеграм-каналах, в комментариях просто от людей пишут, что человек уже не понимает, что он говорит. Какой рост экономики, какие зарплаты, если все плохо. Интернет весь заблокирован. Ну, жизнь стала намного хуже. Вот разве этого хотели наши россияне, наши башкортостанцы, жители Башкортостана, когда начиналась эта война? Все же думали, что вот сейчас вот-вот победим, очень быстро захватим Киев и все, и война закончится. Но на самом деле же это не так. И сейчас вторая волна мобилизации собирается. Так вот, что я хочу сказать, башкортар. Я с самого начала войны вам всем говорил, это чужая война, это не наша война, нам не нужно в нее ввязываться. Максимально косите, максимально избегайте отправки на фронт, уезжайте, не ходите за повестками, не идите с кураями, с плясками, с баянами танцевать там в эти военкоматы. Вас отправят умирать, вас красиво отправят, красиво там с парадом, там с песнями, с плясками. Но это только вот 1 час радости. А потом вас отвезут на фронт и пустят вас как пушечное мясо. И придете, вы оттуда вернетесь либо груз 200, либо без ноги, либо с помешанной психикой. Вам это надо? Поэтому я обращаюсь к вам, жители Башкортостана, башкортар, татарвар, русские, чуваши, марийцы, все, кто проживает на территории Республики Башкортостан. Не идите на эту войну. Скоро будет мобилизация. Уже сейчас надо позаботиться об этом. Уже сейчас постараться надо, пока границы не закрыли, уехать. Можно в Казахстан, можно в Узбекистан, можно, если есть возможность, в Турцию, там, в Европу, куда-нибудь перемещаться. Переждать это время. Осенью, если не будет мобилизации, вернетесь обратно. Если будет, вы уже там к этому времени устроитесь, найдете работу, сможете пересылать деньги своей семье, как-то ей помогать. Сами определитесь там уже по месту жительства, по месту работы и так далее. Ну, уже сейчас надо действовать, потому что потом границы закроют и все. Кирдык, как говорится, да? Никто не сможет никуда уехать. Вас будут отлавливать везде. Но даже если вы не уедете, все равно не идите за повесткой.
Если вас вызывают в военкомат, пришли вам, старайтесь не выходить из дома. Старайтесь прятаться, уехать куда-нибудь к родным, в аулы глухие. Хоть куда, лишь бы просто не идти. У меня огромное количество знакомых, которые просто не взяли повестку во время первой мобилизации и не поехали никуда. И нормально они сейчас живут спокойно со своими семьями, со своими детьми, работают, радуются жизни. Поэтому не надо быть патриотом здесь, не надо показывать, мы башкиры всегда воевали. Это сейчас никому не нужно. Нет никакой священной войны, нет никакого, никто на Россию не нападал. Никто наши границы не захватывал. Россия напала. Эта война несправедливая, это война агрессивная. И Россия за нее будет расплачиваться десятилетия. Десятилетия наши дети, внуки обречены. Уже сейчас говорят, что до 1936 года все будет плохо, как минимум. А дальше там уже как повезет. Поэтому единственный сейчас самый верный путь, самый верный шаг для всех нас — это сохраниться, сохранить свои жизни. Потому что впереди ждет большой кризис, коллапс экономики, разруха. Все войны, особенно проигранные войны, ведут к разрухе. Эту войну Россия не выиграет никогда. Это бесполезно. Наоборот, Украина все усиливается и усиливается. И уже сейчас заговор целые, элиты недовольны. Элиты недовольны, народ недоволен этой войной. Он устал от войны. Максимум еще год как-то, может быть, Путин обещаниями какими-то протянет. Все, дальше будет взрыв. И вот когда наступит этот взрыв, этот коллапс, тогда нужно будет спасать свои семьи, нужно будет спасать свою малую родину, не всю Россию. Нафиг она не нужна нам, это Москва и другие города, что находятся за пределами Башкортостана. Нам свой Башкортостан надо будет спасать. Свои земли, свои хозяйства, свои могилы предков. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы Башкортостан больше никогда не находился в составе этой гнилой, агрессивной империи кровавой, которая только и занимается, что убивает наших людей на различных войнах, осложняет нам жизнь различными запретами. Просто мы живем хреново в этой стране. Вот все другие страны, которые отсоединились, живут прекрасно, все нормально у них, никто ни с кем не воюет, экономика развивается, участвует там на чемпионатах мира, вон по футболу Узбекистан участвует, на Олимпийских играх берут призовые места, в ООНе заседают, путешествуют по всему миру, учатся ездить по всему миру. Но этого всего лишены наши жители, жители Башкортостана. Поэтому максимально сохраниться, не брать никакие повестки, не идти ни на какую мобилизацию, максимально избегать. Если даже вас поймали, отказывайтесь. Пока вы еще не уехали туда на фронт, пока еще здесь, отказывайтесь, даже если вы сидите в военкомате. Пусть вас сажают. Год-два дадут вам, 5 лет. Все равно лучше отсидеть и прийти домой, вернуться живым, чем уехать на войну. Если вы туда попадете уже, в армию, вы видели, наверное, огромное количество видео, как поступают там с людьми, которые отказываются идти в бой, которые не хотят воевать. Их избивают, их насилуют, их заставляют друг друга в яме убивать друг друга. Бьют по-страшному, калечат людей. Вас там заставят воевать, вас просто там уже не будут считать за человека, вы станете там просто рабом. Человек, который вот всю жизнь себя, чувство собственного достоинства, да, сохранял, там он превращается в скотину. Там человека избивают, над ним его унижают, что только с ним не делают. Поэтому лучше до такого не доводить. Лучше туда не попасть. Если, еще раз говорю, максимально избегать, не ехать. Если вас все-таки там как-то забрали с полиции, там военкомат как-то вас забрал, отказывайтесь, скажите, сажайте меня, я не поеду. Лучше отсидеть, еще раз говорю, нормально, спокойно, какой-то срок и прийти домой, чем вы поедете туда умирать. Сейчас война дроновая, вы просто даже противника не увидите, вас просто дроны там убьют и все. За километры, за десятки, за 20 километров до линии фронта. Поэтому не нужно воевать, не нужно умирать за эти безумные. Она все равно скоро кончится. Все равно Россия проиграет эту войну. И лучше не участвовать в этом во всем. На этом все. Запомните, Башкортар, эта война не наша.
Хау